Здравствуйте, с вами Николай Борисов и рубрика «Антифейк». Мы собираем информацию из проверенных источников, чтобы донести до вас, как обстоят дела на самом деле. Представляем вашему вниманию выпуск от 16 марта. Центр управления регионом Якутии сообщил, что в мессенджерах распространяется недостоверная информация о том, что в Чурапчинском улусе проблема с продажей хлеба. Ответ на это записал глава улуса Степан Сардыгаев. Он заявил, что в районе есть крупнейшее предприятие «Марыкчан», которому Якутопторг оперативно выделил муку, и она прибудет по заказу. Потреб общества «Марыкчан» Якутопторга Томская мельница Демаркалах отуп тонна бурду оларга бүгүн сөбүлөм баттахан тураллар. Онна билген буллана буна весивиская аската окудук алтайтын хакастабы бурдуктара алтон хетте тонна эннан хер онун булана холура бу Якутопторга төһөбүлөм быһытнан отуп тонналарын бурдук береллер. Холобро бу алтай тохтырга негана бүгүн бии чурапчыбы тулуугар бурду бопуругар проблема хохтине техпмарын. Информация о том, что в Якутии заканчиваются лекарства, также является недостоверной. Об этом заявил руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Евгений Иннокентьев. По информации Росздравнадзора, внешнеполитическая обстановка все же отразилась на стоимости лекарств. По ряду позиций в розничном сегменте цены незначительно выросли. Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты повысились в пределах 2,3%. Препараты, которые не входят в этот перечень, выросли в стоимости примерно на 2%. Евгений Иннокентьев пояснил, что лекарства делятся на 3 категории стоимостью до 100 рублей, от 100 рублей до 500 и от 500 рублей и выше. Лекарственные препараты, входящие в группу от 100 до 500 рублей, наоборот, понизились в цене от 1 до 1,5%. Необходимо сказать, что в настоящее время идет пересмотр цен у производителей, лекарства которых входят в перечень ЖНЛП, который мониторится и контролируется государством. В социальных сетях, особенно в телеграм-каналах, муссируется информация о том, что западные санкции серьезно ударили по российскому продовольственному рынку, и в скором времени в стране возникнет дефицит. Якобы правительство РФ уже запретило вывозить сахар и зерновые, но эта мера только усугубит ситуацию. Отметим, что заместитель председателя правительства России Виктория Аврамченко заявила, что санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России. Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками. По ее словам, за последние 1,5 месяца Россельхознадзор предоставил разрешение на ввоз в Россию продовольственной продукции свыше 140 зарубежным компаниям, в том числе из Турции, Индии, Китая, Республики Беларусь, Азербайджана, Киргизии и Казахстана. Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала. Также открыты поставки инкубационного яйца. Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукции и увеличения ассортимента для российского потребителя. Но не стоит подогревать искусственный спрос закупками впрок. Никаких предполагаемых рисков для дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим взаимовыгодную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами, сказала Виктория Аврамченко. Отметим, что запрет на экспорт сахара и зерновых в страны Евразийского экономического союза, который подписал глава Кабмина Михаил Мишустин, это временная мера, которая как раз нужна для защиты внутреннего рынка в условиях санкционного давления на экономику. Переведя с дипломатического на человеческий, чтобы они не скупали по дешевке у нас и не продавали западным партнерам втридорога. Пусть не покупают вообще. На этом пока все. Доверяйте только проверенной информации и берегите себя.